Всем привет! Известно, что театр начинается с вешалки, с чего начинается Родина, непонятно даже из известной песни, а знакомство с любой мобильной операционной системой, да и не только с ней, начинается с главного экрана. Итак, этот видеообзор, вторую часть про Nokia N8 я проведу в форме некого сравнения двух операционок. Поможет мне в Symbian 3 и Symbian 1, соответственно, поможет мне в этом, собственно, и Nokia X6 еще. Ну и давайте начнем сначала, что представлял из себя главный экран раньше. Возможности его кастомизации были не очень велики, можно было расположить 4 ярлыка на приложение, иконки контактов до 20 штук, и виджет плеера, и еще пара вещей, там календарь и электронная почта, ну и присутствовали часы, заряд батареи и так далее. А подробнее вы можете посмотреть в моих обзорах. Nokia 5530 было про главный экран. Теперь же главный экран очень сильно изменился. Во-первых, появилась поддержка большого количества виджетов, появилось несколько рабочих столов, а именно 3. Я на самом деле использую только 2. И вот но третий я просто сделал для примера, чтобы было видно. Итак, и это что касается вот этого, то есть количества рабочих столов. Я думаю, 3 это максимально оптимальные свойства. Дальше, собственно, что мы можем располагать на рабочем столе? На рабочем столе располагаются маленькие приложения, виджеты, ссылки. Все это сделано в форме ровных прямоугольников. Это имеет как свои достоинства, так и недостатки. Как вы видите, при перевороте экрана ничего не сбивается, все выстраивается ровненько. Это, естественно, достоинство системы. К недостаткам можно отнести то, что приложение нельзя масштабировать. Но в будущих прошивках это обещают исправить, но если когда исправят, то я об этом расскажу. Далее, нажимая функции «Изменить главный экран», мы можем перемещать как угодно виджеты. Вот я перемещаю и заменяю, соответственно. Или изменить фоновый рисунок и так далее. То есть фоновый рисунок либо по умолчанию от темы, либо открыть изображение. То есть здесь все понятно. Давайте я открою новый экран, если он и покажу, что можно, какие, например, виджеты можно использовать. Тут же можно зайти в магазин OV, всевозможные новостные, профиль, календарь и так далее. Некоторые из них работают в сети, ну, основные у меня здесь стоят, могу перечислить. Время и профиль, собственно, здесь можно переключать профиль, зайти в календарь, если нажать сюда, в часы, то есть вот так вот. Потом виджет плеера, тут ничего нового нету. Если нажимаем на иконку, входим, собственно, в сам плеер. Потом контакты, все то же самое. Чуть-чуть, кстати, переработано меню контактов. Как видите, можно послать сообщения, сделать голосовые, социальные сети, если контакт связан с чем, ну, Facebook и Twitter пока имеются. Потом пропущенные события, иконки приложений, тоже легко изменить. Нажимаем «Изменить главный экран», нажимаем сюда «Параметры» и меняем то, что нам нужно. Например, мы можем изменить. Как я говорил, местами они меняются. Так, давайте перейдем на второй стол. Это виджет календаря, поиск Wi-Fi, поиск по устройству, Facebook и Twitter, погода, Bloomberg. Сейчас у меня виджеты не в сети, но можно нажать функции, виджеты в сети. Происходит подключение к интернету, как видите, тоже тут появилась плавная анимация, которая сообщает об этом. И состояние виджетов обновляется. Ну, я говорю, можно посмотреть еще поподробнее, что можем добавить. Там, ну, в принципе, виджетов не так много, хотелось бы больше, но я думаю, будет расширяться. Кстати, вот FM-передатчик, это я забыл упомянуть, что здесь имеется наличие FM-трансмиттера. То есть можно передавать на устройство, ну, как в формате радиоволны, музыку прежде всего. Например, в машине можно не подключая, а используя на антенну подавать. Теперь, что касается еще интересных фишек. Если мы нажимаем «Вызвать», вызывается клавиатура, набор. Но об этом я потом подробнее в телефонных функциях расскажу. Еще очень интересная мне понравилась вещь.
так же, как и раньше, здесь тоже раньше нажимаю в угол экрана. Но видите, раньше было только часы и передача данных, там Bluetooth, Wi-Fi, все дела. То теперь есть еще функция батарея. Нажимая на нее, мы видим, сколько осталось батареи, и можем включить режим экономии энергии. Как видите, сразу яркость экрана уменьшается, вибрация экрана перестает осуществляться. Ну и, то есть, энергосберегающий режим, это очень интересная фишка. Видите, он сразу, кстати, отрубил сеть. То есть, прекрасная вещь, мне очень нравится, очень удобно пользоваться. Ну и, собственно, если уж там подходить, то помимо главного экрана, давайте коснемся и меню. Меню, как и раньше, представляет собой набор миниатюр, которые можно настраивать и перемещать в свободном порядке. Как это делается? Функции упорядочить и перемещаем, как нам вздумается. Зажав на этом, на иконке, то мы можем сразу переименовать или переместить в папку, что тоже удобно. Смотрим, как все это реализовано в S60. V5 нету такого, то есть, видите, тоже небольшое добавление. Помимо всего прочего, как надо еще показать, что при повороте экрана, видите, иконки выстраиваются крупными, точно такими же, как и были. Здесь функции, выйти, а здесь то же самое, что с батарея, часы, передача данных. Как это было реализовано раньше, мы все помним. Как видите, чуть-чуть и медленнее происходит переворот, то есть много свободного места было не задействовано. То есть вот такими мелочами Symbian 3 и катарит дорогу в будущее. Ну, теперь покажу, как выглядел раньше диспетчер приложений. Запускаем диспетчер приложений. Вот так вот иконки. Если зажать, то можем нажать «Выйти» и закрыть, например, музыкальный плеер. Как выглядит теперь? Зажимаем, как видите, крупные миниатюры, и сразу можно закрыть, если нажать на, соответственно, крестик. То есть, что касается главного экрана, наверное, на этом все. Будут дальнейшие обзоры, будут дальнейшие функции. Всем спасибо, всем пока.